Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Объединяя работников, профсоюз становится коллективным представителем для защиты их прав и интересов перед работодателем, обеспечивая улучшение условий труда, соблюдение законодательства и социально-экономическую поддержку. О важных направлениях профсоюзной деятельности в Якутии мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот предстоящий 1 мая, это же не только праздник, но, наверное, все-таки символ солидарности самих трудящихся. Как профсоюзы Якутии готовятся к праздничным мероприятиям? Вы очень правильно отмечаете, хотя у нас в настоящее время празднуется праздник весны и труда, для профсоюзов оно остается Международным днем солидарности трудящихся. И еще 28 января исполкомом ФНПР было принято решение о проведении первомайской акции. Она в этом году пройдет под девизом «Солидарность трудящихся. Гарантия единства страны». Ну, оно созвучно с принятым решением президента о годе единства народов России. И вот как раз было принято, в каких форматах она должна идти, также определены девизы. Рекомендовано провести трехсторонние комиссии, заседания трехсторонних наших комиссий, встреча с социальными партнерами, с работодателями, чествование людей труда. Мы все это вопросы рассмотрели 3 апреля на нашем совете, и они, как и предыдущие годы, вот эти пройдут. Конечно, всем понятно, что сейчас по Центральной России никаких шествий, демонстраций не проводится, и мы в прошлом году также приняли решение до завершения специальной военной операции, до победы и возвращения наших ребят, мы от этого воздержимся. Но, как я уже сказал, все мероприятия запланированные пройдут. У нас 28 апреля состоится заседание Республиканской трехсторонней комиссии. В этом году мы подписываем новое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между правительством и объединением работодателей. Но сразу хочу отметить, что предыдущие достигнутые уровни гарантий все сохранены. При этом, как вы знаете, в прошлом году был утвержден государственный стандарт, демографический стандарт корпоративных программ. И в этом году также вот в соглашении это будет отражено. Это поддержка работников семейными обязанностями. Тем более сейчас предоставлены льготы если предприятия и организации поддерживают своих работников, в том числе и при рождении детей, то налогооблагаемая база повышена до 1 миллиона. Раньше это было всего лишь 50 тысяч. Так что мы также уже рекомендовали всем нашим профсоюзному активу, муниципальным образованием провести в традиционном формате. Ну, большинство своем это и субботники, и шествия, встречи трудовых коллективов, и, как я уже сказал, чествование трудящихся. Да, вот про чествование трудящихся на площади Дружбы, мероприятие «Трудовая слава Якутии», оно так называется? Да, вот, как и в прошлом году. Но мы благодарим главу Республики Саха-Якутия за поддержку наших инициатив. Уже 3-й год будут присуждаться премии главы «Человек труда». В этом году впервые по распоряжению президента нашей страны мы 2 марта отметили День наставника. И также вот 9 человек награждены почетным знаком «Почетный наставник Республики Саха-Якутия». Мы ежегодно чествуем и вносим в книгу почета трудовых династий 10 трудовых династий Республики Саха-Якутия. Ну и также в этом году мы отмечаем 105-летие профсоюзного движения Республики Саха-Якутия, которое берет начало с августа 2021 года, когда прошла первая губернская конференция, был создан первый губернский совет профсоюзов. И будут чествоваться и наши ветераны профсоюзного движения. Как вы сказали, оно пройдет 1 мая.
в 12 часов на площади Дружбы. Тоже как-то символично. Символично. Да, в год единства народов России. И хочу сказать, что там будет не только вот торжественные мероприятия, поэтому, пользуясь случаем, призываю всех жителей города Якутска, гостей, принять участие. Там и конкурсы будут, там и торговля, ну, как и прошлые годы. Поэтому всех приглашаем. А вот по поводу наставничества. Сейчас у нас же в стране очень много внимания этому уделяется. Профсоюз какую роль в этом процессе вот играет? Ну, как я уже сказал, мы уже учрежден день наставника 2 марта. Как вы знаете, мы в прошлом году на Республиканской трехсторонней комиссии по нашей инициативе был рассмотрен вопрос о доплатах за наставничество. Все нормативные акты были приняты. Мы вот в феврале этого года провели мониторинг реализации данных принятых решений. Но хочу сказать, что в государственных учреждениях выплаты уже идут. Есть сложности в муниципальных образованиях. Мы это отмечаем, потому что очень поздно были приняты нормативные акты. Очень надеемся, что сейчас все это восстановится, и своевременные выплаты в целом для бюджетников это 10% от окладов, кроме здравоохранения. Подготовка специалистов, врачей, медицинского персонала достаточно сложный процесс, поэтому у них 15% доплат. Поэтому вот в этом плане. Ну, хочу сказать, что мы дальше идем. Мы сейчас ставим вопросы по социальным гарантиям данных наставников и надеемся, что уже в осеннее заседание РТК мы эти вопросы внесем. С доплатами хорошо разобрались, там понятен этот вопрос. А вот по охране труда, как вот можно подвести итоги деятельности за 2025 год по вопросам? Ну, это действительно один из наших главных направлений деятельности, тем более Федерация профсоюзов участвует во всех рассмотрениях, расследованиях несчастных случаев, не только где есть профсоюз. По прошлому году поступило 188 извещений, из них 87 смертельных. Но хочу сказать, что половина от естественных болезней. Это говорит о том, что все-таки у нас медицинский осмотр и допуск проводится на недостаточном уровне, поэтому буквально на прошлой неделе у нас прошел межведомственная комиссия. Эти вопросы мы также ставили. Все-таки мы хотим, чтобы допуск, ну в основном у нас это несчастные случаи происходят в добывающей промышленности, где у нас вахтовики. Поэтому нам достаточно сложно, где, как они проходили медицинские осмотры, допуск получали. Но в любом случае эта работа предстоит перед нами. Ну и хочу сказать, что уже в этом году, к сожалению, получили уже 67 извещений. Это рост почти к 40% к прошлому году. Нас это беспокоит, поэтому об этом мы не раз говорим. Ну и, конечно же, сейчас при несчастных случаях должны рассматриваться на всем уровне предприятиях, организаций, муниципальных организациях и на уровне отраслевого министерства, чтобы предупредить, не допускать. Хочу сказать, что одним из главных наших работ – это общественный контроль. У нас более 1000 уполномоченных по охране труда. И ими ежегодно выявляется от 4 до 5 тысяч нарушений трудового законодательства в сфере охраны труда. Это мы конкретно говорим, это и спасенные жизни, и здоровье. Поэтому этот институт нам необходимо еще развивать и поддерживать. Тут работодатель должен нести ответственность больше, как мне кажется. Ну, давайте от несчастных случаев перейдем к более приятной теме. Я помню, что еще к 1 мая всегда традиционно, ну вот раньше проводился такой конкурс, у какой организации в республике лучше коллективный договор? Да, это мы ежегодно проводим итоги колл-договорной кампании. Хочу сказать, ну, коллективный договор – это основной правовой акт, обязанности работодателей. У
но и в том числе и работника. Наш трудовой кодекс почти 1/3 идет отсылка на коллективные договора, поэтому однозначно договора должны быть приняты. Если взять предприятия, организации, где есть профсоюзы, то они охвачены, вот 96% коллективных договора имеются, но где вот 4% это идет процесс, переговорный процесс. Колдоговора у нас принимаются на 3 года, но оно не должно, один раз приняли, и через 3 года только. У нас достаточно идет быстрое развитие, меняется и законодательство, поэтому обновление коллективных договоров это уже и предусмотренный процесс, поэтому работодатель, если вот инициатива идет, не должны отказываться от этого. Поэтому колдоговор это, как я уже сказал, основной договор для работника, то есть акт. Какие-то проблемы сейчас возникают у работников, что они обращаются в профсоюзные организации, и вам приходится этими проблемами заниматься? Что волнует их больше всего? Ну, конечно, это постоянная наша работа, это защита прав и интересов наших членов профсоюза. Буквально вот мы завершили встречи в трудовых коллективах, встречались с нашими профсоюзными активами. У нас ежегодно проводятся кустовые семинар-совещания в Заречной группе улусов, Вилюйской группе улусов, вот и центральном, вот Горном на прошлой неделе были. Основной вопрос, конечно, вот то, что сейчас всех беспокоит, это задолженность по заработной плате работникам ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Уже на сегодня это более 200 миллионов задолженности, но это чисто, к сожалению, пока этот вопрос решается, вот, так скажем, малыми. Нет комплексного решения. Вот когда встречался в филиале ГУП ЖКХ в Горном улусе, люди обеспокоены. И больше всего даже не то, что вот задолженность заработная, а дальнейшие действия ГУП ЖКХ. Какие решения будут приниматься, вот это. Поэтому, на мой взгляд, пришла пора вообще и правительству вот более подробно этот вопрос решить и разъяснить людям. Это достаточно много, у нас более 10 тысяч работников ГУП ЖКХ. Конечно же, все время, последние годы, и в связи с ростом цен на товары и услуги, это уровень заработной платы. Нас не устраивает в целом уровень заработной платы в бюджетной сфере, но вот на выходе постановления правительства по повышению целевых категорий работников бюджетной сферы с 1 января, ну вот уже апрель месяц, но пока еще не принято. Вот буквально перед приездом к вам получили вот проект постановления по прочим категориям. Ну, то, что было заложено в бюджете, здесь предлагается с 1 июля на 5,4%. К сожалению, это небольшое повышение, не решает вопросы в целом повышение заработной платы, реальной заработной платы. Ну и понимаете, у нас ежегодно идет рост МРОТа, и фактически вот эта категория наших работников находится на этом уровне. Это нас, конечно, не устраивает, и мы хотим дальше проработать, чтобы не только на 5,4, а все 10% минимум должно быть повышение. А уж мы-то как надеемся, что ваша работа действительно приведет к продуктивным результатам. Николай Николаевич, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились важной информацией. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.